Возникновение Вселенной. Еще 14 веков тому назад Коран сообщал верующим о том, как возникла Вселенная. Он – первооснователь небес и земли. Как может быть у него сын, если у него нет супруги? Он сотворил всякую вещь и ведает обо всем сущем. Это знание, ниспосланное человечеству, полностью соответствует открытиям современной науки. Бесспорные факты, установленные астрофизикой, привели ученый мир к заключению, что Вселенная, включая ее материальную и временную величины, произошла одномоментно, в результате мощнейшего взрыва, произошедшего около 15 миллиардов лет назад. Расширение Вселенной. 14 веков тому назад, когда не существовало даже понятия астрономии как науки, в Коране было ниспослано знание о беспрерывном расширении Вселенной. Вот 47-й аят 51-й суры. «Силой мы воздвигли небо, и мы его расширяем». Упомянутое в аяте слово «небо» в арабском языке «ас-самаа» во многих аятах Корана употребляется для обозначения космоса или Вселенной. Так, к примеру, выражение «мы его расширяем» в арабском языке звучит как «инна ля муасиаун», где слово «муасиаун» означает «расширять» и происходит от глагола «ауса». Предлог «ля», стоящий перед существительным или прилагательным, придает им смысловое ударение и значение «очень много» или «с силой». Таким образом, выражение аята означает «силой мы воздвигли небо, и мы его расширяем». Заключение, к которому пришла современная астрономия, полностью соответствует тому, что ниспослано в Коране. Приведем еще один из аятов Корана, описывающий сотворение небес в Коране. Это 30-й аят 21-й суры. «Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым, и что мы разделили их и сотворили все живое из воды? Неужели они не уверуют?» Слово «ратака», переведенное в аяте как «едины», в арабском языке имеет значение «неразрывно спаяны друг с другом», «неразделимы» и употребляется для описания двух субстанций, образующих собой неделимое единое целое. Глагол «разделили», использованный в аяте, в арабском языке звучит как «фатака» и используется в языке для описания процесса рассечения, разделения и стремительного извержения наружу объекта, находившегося в виде ратака, то есть ранее остававшегося неделимым целым. Так, например, прорастание семени в земле, выделение из него ростка и его последующее произрастание из земли в арабском языке выражается этим же глаголом. Теперь давайте снова обратимся к аяту. Сначала в аяте говорится о земле и небесах, как о единой неделимой массе, то есть о ее пребывании в состоянии ратака. Вслед за этим небеса и земля разделяются, что описано глаголом «фатака», то есть одно из них, разрывая другой, выходит наружу. В действительности же, моделируя перед собой начало процесса Большого взрыва, можно предположить, что единая точка содержала в себе всю материю, то есть все объекты Вселенной, в том числе и еще не сформировавшиеся, неделимые небеса и землю. Вслед за этим происходит мощный взрыв, после которого стремительно начинают образовываться все материальные объекты Вселенной.